Мы же все прекрасно знаем, и все люди Гагаузии, во всяком случае, знают о том, что Гуцул, по сути дела, это фунт в юбке. Так сказать, подставной башкан. Потому что на самом деле башканом в Гагаузии все это время был и остается Шор. И даже сейчас, когда Гуцула нет, и там Илюша Узун, как вы думаете, Илья Узун выполняет то, что он думает? Нет, он выполняет то, что ему Шор сказал. Потому что на сегодняшний день большая часть Гагаузии знает о том, что практически весь исполком и большинство Народного собрания Гагаузии — это все карманные люди Шора. Того человека, который получил вступивший в законную силу приговор и находится сегодня в бегах. Поэтому кто сегодня сожалеет о ситуации, о том, что Гуцул получила такой приговор? Я думаю, что об этом сожалеет, может быть, единственное только Шор. А может быть, скорее всего, он даже и не сожалеет, потому что я уверен, что это у него было в плане, это было его в программе, о том, что есть такое выражение о том, что революция съедает своих сторонников. Во время революции мы видим о том, что она чем кровавее, тем как бы успешнее. Значит, и во всех этих революциях так оно в принципе и было. И Гуцул — это просто овца на заклание. Не более того. Ее ставили на эту должность только для того, чтобы потом она была, как говорят, козой отпущения, или как еще ее назвать. Она хорошо исполняет свою роль. Никакой здесь политики нет. Ну, политика, конечно, некоторая есть в плане того, что ее поставили для того, чтобы захватить власть, и она очень хорошо играла роль марионетки.